На площі у 3 гектари планують побудувати мечеть, школу та освітній центр. Наразі проект знаходиться на етапі оформлення документів. Мы сейчас с вами находимся на территории рядом с Демеевским рынком. У нас тут 3 гектара территории. Это территория бывшего завода «Сармат». И на данной территории мы планируем построить Киевский крымско-татарский культурно-образовательный центр. По нижней части участка нашего, по периметру, напротив Демеевского рынка у нас будет здание непосредственно культурного центра. То есть здание будет начинаться каскадом идти с 4 этажей до 1 этажа. И мы планируем, что на уровне 1-го этажа у нас будет полностью стеклянное такое здание музея, для того, чтобы люди шли даже снаружи и видели его, привлекал их, заходили. Планируется там создание интерактивного музея. У нас здесь будут актовые залы, кружки. На 1-м этаже мы хотим привлечь наших крымских ремесленников, для того, чтобы они сделали и свои мастерские, и сразу магазины, чтобы люди приходили и знакомились с нашей культурой, с нашими ремеслом народным. И для нас очень важно, чтобы этот центр именно был таким живым и наполненным. Рядом со школой у нас будет футбольный майданчик. При школе будет кампус. Этот кампус рассчитан на 50 детей, то есть это дети из Крыма будут рассчитаны, кто будет приезжать учиться и проживать здесь, или из Херсонской области, Львовской и так далее, то есть из отдаленных частей Украины, но которые хотели бы учиться в нашей школе. Будет обучение сразу на 2 языках, это будет украинский и английский, и будет углубление изучения еще крымско-татарского и турецких языков. В центре нашего земельного участка планируется мечеть. Мечеть у нас будет на 4-5 тысяч человек, она будет с подвальным помещением и будет сверху еще 2 яруса. Она будет похожа в стиле, это усманский стиль называется, в стиле Джума-Джами. Решили сделать тут большую подземную парковку на 230 машин и сделать возможность, чтобы люди сразу приезжали на машинах и поднимались в мечеть. На самом деле мы готовы начать хоть завтра, но, к сожалению, так как этот проект очень большой и он требует достаточно серьезной документации, согласования, сейчас мы ждем от города получения містобудівних умов та обмежень. Но мы, к сожалению, пока даже не можем, вот вы видите, у нас есть куча зданий на участке, но мы даже не можем приступить пока их к демонтажу, хотя они находятся в аварийном состоянии. Мы планируем, что мы в течение года мы закончим проектирование объекта, и через год, следующим летом, начнется уже строительство. И, соответственно, так как будет несколько зданий, возможно, мы будем поэтапно вводить их в эксплуатацию, но надеемся, что с 2023 года уже тут будут уже как минимум школа и мечеть. Хотим сделать это место как частичка Крыма в центре Киева.